Значит, не храпеть, не чихать. Делали вот так. Работаем, все, взбодрились. Я буду пламенно и громко читать лекцию «Волновые процессы». А вы в это время тихонечко будете откачивать насосом воздух. Чих-чих-чих-чих-чих-чих. Ну зачем человеку две руки? Ответ понятен, чтобы показывать электромагнитную волну колебания вектора Е и вектора B. Только как? Одновременно. It's not magic, it's just physics. Это азбука волновых процессов, которая знает каждый ежик. Но такова физика. Мы живем в мире прошлого. Но все это безобразие тайное можно сделать видимым. И вы видите, как они движутся здесь и сейчас. Почему мы сначала видим вспышку, а потом слышим звук? Потому что если смотреть на вспышку, глаза получаются ближе, а уши дальше. Но это шутка, конечно. Если два лицеиста бегут утром, опаздывают и сталкиваются лобиками, что получается? У каждого лицеиста по шишке. Ощутимый результат опоздания на лице. Но если два световых пучка опаздывают в лицей, сталкиваются, они оказываются на занятиях, как ни в чем не бывало. Отныне и во веки веков. Молодец, Дима. Это ж паровозики. Для интерференции нужно, чтобы они что сделали? Столкнулись. Если разность хода очень большая, то паровозик из Ромашкова опаздывает. Первым придет волна L1, а паровозика не с кем интерферировать, боже. Ну, писать паровозик из Ромашкова в конспект немножко стыдно уже в 11 классе, поэтому мы напишем по-умному Цуга из Ромашкова. Мы построены из ядер, из элементов, которые стабильны. Я перед вами сегодня был, вчера и, скорее всего, буду на следующей неделе. Не распадаюсь. Хотя, казалось бы, должны разлететься. Он богатырь, но слабый богатырь. Рассказал все, что хотел, но не все, что мог. Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору Лоренц, тянущий хвороста воз. Откуда заряды? Из лесу вестимо. Отца, слышишь? Отец, слышишь? Электризует, а я отвожу. Левая рука ползет по дому. Там ведь тоже живут какие-то маленькие зеленые человечки, которые, оказываются, им не нравится, что там ток через них пропускают, поэтому они сопротивляются. Потому что современная девушка никогда не будет знакомиться с парнем, если он не может и не знает, как заменить лампочку, не умеет пользоваться мультиком. Не каждому взрослому нужно верить. Ому можно. Нужно в духе Бэтмена в прыжке вырвать провод и спасти мир. Добрый трескатель уже лично понимает. А вы знаете про поле, идите работать в поле. Там вас научат, там вам покажут, что такое настоящее знание даже. Ну как-то так. Но немножко вас расстрою. Мы родились на планете Земля. Но иногда этим можно пренебречь. Точнее, почти всегда. Если хочешь поссорить двух математиков, спроси, пожалуйста, определение нуль вектора. Это легко. Рисуем веселую лошадь. Все физики немножко художники. И вам в школе говорили не всю правду. Сегодня вы повзрослели. Все течет, но ничего не меняется. Девиз сантехников. Физики очень боятся бесконечности, а математики ее обожают. Чуть что, сразу рассмотрим бесконечное множество, устремим бесконечность. Математики вообще говорят, возьмем параллелограмм, а физики говорят, а где мы его возьмем? И в этом разные подходы, потому что нам нужно аккуратненько, что называется, все потрогать руками. Меня всегда поражала мощь математики. Бронь Божия, да разразит меня гром в ясную погоду и убьет на месте. Шучу. Глупость несусветная, вырезать из эфира. Вот. На них была специальная кольчуга, сюда вшиты кнопки. Они были как полесские ежики, все в иголках. Они мастера, конечно, но они и физику знают. Тогда полесскому ежику понятно,